мысу радости, к скалам печали, к островам ли сиреневых птиц. Все равно, где бы мы не причалили, не поднять нам с тобой ресниц. Он возвращался из деловой поездки вместе с женой и, проезжая в машине мимо тихого сельского кладбища, он сказал: «Скоро и мне сюда пора, и как было бы хорошо, если бы меня похоронили на таком маленьком живописном сельском кладбище». Надежда, его жена, пыталась отмахнуться от этих слов, все превратить в шутку, но ей как-то стало не по себе. Он умер поздно вечером этого же дня. Как заснул, положив голову на стол, а на столе стояли фотографии его жены и сына. Он говорил своей жене Надежде: «Пройдет время, и ты поймешь, что очень многое, чему ты придавала большое значение, со временем потеряет смысл, что друзей станет меньше, и это нормально, и что обойтись в этой жизни можно самым малым». Он был из редкой породы мудрецов. Он знал, что самое главное в жизни и что самое настоящее, потому что сам был настоящим человеком, настоящим мужчиной и настоящим художником большого таланта. Он, Геннадий Горкунов. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. Я очень счастливая женщина, и я горжусь тем, что судьба подарила мне встречу с этим человеком. Встреча была случайной, но на самом деле ничего не бывает случайным. Он подошел ко мне, взял меня за руку и сказал: «Я вас нашел и не хочу вас больше потерять». Мы прожили очень интересно, сложно и легко. Это была просто замечательная история. Когда я была студенткой, заканчивала театральный институт, а он уже был известным художником, и у него был пленэр в Динтере. Мы поехали, и нужно было заполнять анкету. И я говорю: «Геночка, а что мне ставить? Тут прочерк, профессия. А я же студентка». А он говорит: «У тебя сейчас одна профессия. У тебя профессия жена художника». И я так и написала в анкете. И на самом деле профессию жена художника я не забываю никогда и по сей день, потому что он на самом деле задал такую планку и такой уровень отношения мужчины к женщине, что ее пока никто не может преодолеть.
потому что он умел любить, он умел осчастливить человека мелочами. Но это были не мелочи, это на самом деле остались такие глыбы в душе и в памяти. А ему самому ничего не нужно было особенного. Он говорил, мне главное, что у меня был бензин, кофе и сигареты. А все остальное само собой, но обязательно красиво. Геннадий Григорьевич Горкунов еще при жизни был причислен к классикам белорусского декоративно-прикладного искусства, и я думаю, что это справедливо. Он был именно тем человеком, тем художником, который возродил белорусский гобелен. В начале 70-х он работал главным художником на Борисовском художественном комбинате. И по его чертежам были созданы специальные станки, на которых, в свою очередь, созданы замечательные гобелены. И автором этих произведений искусства был он, а некоторые были созданы совместно с другими художниками. Как всегда в таких случаях, возле талантливого человека появляются люди, которые не прочь переключить внимание на себя, появляются люди, которые не прочь воспользоваться тем, что сделано другими. Конечно же, было обидно видеть в работах других свои находки, и это было не раз, и эти моменты длились годами, но ему не надо было доказывать, что он талантливый человек, потому что это было очевидно. И, как сказала одна великая актриса, гений всегда платит дань таланту, а талант всегда платит дань посредственности. Геннадий Горкунов оставил очень, я бы сказал, роскошное наследие, потрясающее, и оно ощутимо, оно зримо. Это те вещи, которые украшают интерьеры правительственных зданий, административных зданий, культуры, музыкальных училищ и так далее. Это действительно очень красивые вещи. Он был замечательным керамистом, и когда в 1963 году он представил свои первые работы, они произвели очень хорошее впечатление, и они признаны по сей день исключительными произведениями белорусского декоративно-прикладного искусства. Он работал и в технике батика. И когда в бельгийском городе Турне он представил свои работы на одной из выставок, и после открытия выставки просто перешел в уличное кафе, сел за столик выпить чашку кофе, посетители выставки гобелена, проходя мимо него, аплодировали ему. Он был членом Европейского союза ткачей, он возглавлял секцию декоративно-прикладного искусства по гобелену Союза художников Беларуси, но я думаю, что это было для него не самым главным. Он умел в искусстве делать настоящее. Он мог это делать и смог это сделать. Умер художник, а все равно остается, есть он в работах, в своих каких-то вещах, которые им сделаны. Это удивительная штука. А про Генку говорить, это вообще отдельная история. Такой общий такой любимец. Мы же знали его со всеми вот художниками, кто в Борисове работал. С 1976 года мы как пришли на комбинат,
Он там работал главным художником. Пришли молодые ребята, и он их сразу принял не как главный художник, а как товарищ. Друг сразу становится. Бывает, друзья притираются долго-долго. А с Генкой все получилось как-то мгновенно. Раз и сразу друзья. 60 человек, можно сказать, художников. Он объединял, и все это объединялось вокруг него. Вертелось так вот. И он как-то не задавался этим, то, что он является центром. Просто лидер по характеру, скорее всего, который и не ощущает этого. Правильный лидер, он же не ощущает того, что он ведет, впереди идет. Крепкий и жесткий дядька был, на которого можно было надеяться, на которого можно было опереться и знать, что это надежно, это опора. Генка вспоминается регулярно. Вот проходишь мимо мастерской, да? Вспоминается, стучишь к нему в мастерскую, тук-тук-тук, смотрите, Гена выходит. Какие проблемы, бросает свое. Наверное, важнее помочь другому человеку, чем своим заниматься. Все мы сейчас занимаемся своим, а таких людей все меньше и меньше становится. Жалко. Геной Горкуновым я впервые познакомилась во Дворце пионеров, в студию у отца. По характеру он был такой открытый человек, очень доброжелательный, мягкий такой, общительный. И соседи, и художники получали большой такой творческий заряд и общение с ним. Он был хорошим и другом, и товарищем. Всегда как-то было приятно находиться в его компании. Он душа был, общество и вот компании. Всегда любил пошутить и, в общем, такой веселый человек был. Располагал, конечно, к себе. Очень работоспособный. Строя даже свою дачу, он делал все своими руками. И это получилось, конечно, тоже произведение искусства. Творческая личность была. Мы много, конечно, потеряли, когда он ушел из жизни. В 1937 году Юлия Иосифовна, так звали маму Геннадия Горкунова, познакомилась с кадровым военным, кавалеристом, это было в Минске, Григорием Горкуновым, а в 1939 году, 27 мая, родился Гена. Когда началась война, ему было 2 года, и мать вместе с ним из Минска решила пешком дойти до местечка Круглое. Это на Могилевщине, там жила ее мать, бабушка Анна. И она дошла, это 180 километров. Когда она пришла к родному дому, то оказалась совершенно в жуткой, страшной ситуации. Ее сестра Надежда была связана с партизанами, их кто-то выдал, и по законам нового немецкого порядка вся семья, связанная с партизанами, подлежала ликвидации. Арестовали мать Гены, Юлии Иосифовны, и его самого. И когда людей, обреченных на смерть, гнали через местечко, то бабушка Аня подбежала к старшему конвоиру и стала просить его, чтобы он оставил ребенка. Он в прямом смысле слова швырнул его к ногам бабушки Ани, и таким образом Гена Горкунов остался жив. Мать прошла через несколько лагерей смерти и чудом уцелела, вернулась домой, жила и работала в Минске. Гена был
у бабушки. И когда подошло время идти в школу, она привезла его в Минск. И по его воспоминаниям, первый раз он надел ботинки, когда пошел в 1 класс. Он был очень любознательным ребенком, посещал авиамодельный кружок, а когда ему исполнилось 13 лет, он пришел в Минский дом пионеров к Сергею Петровичу Каткову в студию рисования. Сергей Петрович Катков, а это папа всех белорусских известных художников второй половины 20-го столетия, его принял в эту студию и стал для него не только учителем, другом, но и отцом. А семья Каткова стала родной семьей для Геннадия Горкунова. Потом он учился в Минском художественном училище, закончил Белорусский государственный театрально-художественный институт, работал в художественном комбинате в Минске, на Борисовском художественном комбинате главным художником. Но когда он решил, что его должность мешает его творчеству, он написал заявление и по собственному желанию ушел с этой должности. Меня удивил, тронул, я бы сказал, потряс его высоконравственный поступок, а он тогда не думал, что он совершает высоконравственный поступок, когда он пришел, как учитель приходит к детям, чтобы их научить тому, что он знал, что он умел, чтобы все это не растаяло во времени. В 1991 году он пришел в среднюю Минскую школу номер 197 и попросил директора позволить ему учить ребят, как ткать гобелен на уроках труда. В 1997 году он перенес тяжелую операцию, ему ампутировали ногу, но он продолжал жить, как будто ничего не произошло. До операции 2 года его жена не знала, что его терзают страшные боли. Таким он был человеком. А когда в 1998 году в Национальном художественном музее открылась выставка работ его ребят, открылась выставка гобеленов, он был счастлив, как ребенок. Этот человек, которому совершенно были чужды и слава, и стремление к успеху, он был счастлив, он был рад не за себя, а за своих детей. Будучи в мастерской у него, я тогда немного приближался к работе над иконографией, увидел у него вот эту книгу. Это книга «Московская икона», которая все время лежит сейчас у меня на столе. Гена мне ее дал и сказал: пользуйся, сколько тебе нужно, потому что она у меня не очень востребована. И вот тут очень много закладок, я постоянно работаю с этой книгой. Когда Гена ушел из жизни, я сделал здесь надпись: Геннадий Горкунов почил 14.11.99. И уже дерзнул не возвращать даже эту книгу ему в семью. Я думаю, Надя Горкунова не обидится на меня, потому что это такая приобретенная память. Обращаясь к этой книге во время работы, я все время мыслями обращаюсь и к памяти о друге, о Гене Горкунове. И так получается, что как бы вот этот участок памяти – это такой чисто творческий, а недалеко от нашего дома, в палисаде памяти, есть березка с табличкой «Художник Геннадий Горкунов», которая шелестит своими листьями, напоминая о замечательном человеке, которого среди нас нет, но память о котором живет.
Он был человеком несовременным, и я объясню, почему я так сказал. Еще при советской власти на самом высоком уровне ему было предложено вступить в партию, и была обещана головокружительная карьера, но он сказал: «Моя партия – это партия искусства и красоты». Он зарабатывал неплохо, но ограничивался только самым необходимым, то, что нужно было для работы, для творчества. Он умел выметать из своей жизни все лишнее и, как казалось ему, ненужное. Он был прекрасно образован, он знал историю искусств в нюансах, в деталях, но никогда не пытался блеснуть просто так своими знаниями и своей эрудицией. Если он за что-то брался, делал все очень профессионально. Строил дачу как профессиональный строитель, ремонтировал машину как автослесарь, не говоря уже о своей творческой деятельности. Он очень хорошо понимал, что главное в его жизни – это его работа. Он так решил. И в каждом отрезке времени он определял главное для себя, и если даже в этот отрезок времени попадал его юбилей, он мог забыть о своем юбилее, потому что нужно было работать. Он писал стихи, написал замечательную книгу «Давайте вместе сделаем гобелены». Я надеюсь, и не только я, что эта книга увидит когда-нибудь свет. Он был дважды женат. Его первая избранница Маргарита Дмитриевна, она живет в Минске, дочери Марита и Элла, они пошли по стопам отца, они художницы. В 1981 году, уже после развода с первой женой, он встретился со студенткой Белорусского государственного театрально-художественного института, ее звали Надежда. Они поженились в 1983 году, а в 1984 году родился сын Арсений. Теперь он взрослый человек, ему 23 года. Он живет и учится в Сан-Франциско по специальности дизайнер графики. Жили по-разному. Трудно, тяжело, в мастерской несколько лет, практически до того момента, как Арсений пошел в школу, потом получили квартиру. Однажды, заполняя какую-то анкету, Надежда, а она известный сегодня режиссер телевидения, автор очень хороших фильмов о людях искусства, она спросила его, что мне написать о себе. Он сказал: напиши. Моя профессия – жена художника. В этой фразе все отношение к ней. Это значит, я беспокоюсь о тебе, я забочусь о тебе, я отвечаю за тебя. Он писал ей удивительные письма, и почти в каждом письме был эскиз гобелена, просто рисунок, и он писал почти гобелен, и в этих рисунках была она, ее лицо, ее фигура, и потом она возникала уже в готовых работах, в гобеленах. И вот, читая одно из писем, я глазами и чувствами своими зацепился за очень простую фразу. Геннадий Григорьевич пишет Надежде: «Казалось бы, и немного времени прошло с того момента, как мы расстались, так нет же, вроде 100 лет одиночества прошло. Я очень скучаю по тебе, я хочу тебя видеть, я хочу тебя слышать, обнимать или просто помолчать с тобой. Это настоящее». В его жизни все было настоящее. Искусство, его творчество, его любовь, его боль, его мужество, его чувства. В его жизни, в жизни Геннадия Горкунова. Все равно, где бы мы не причалили, к островам ли сиреневых птиц, к мысу радости, к скалам
опечалили. Не поднять